Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие, добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши донаты. Земной вам поклон, мои хорошие. Давайте сегодня сделаем отсыпочку, как я и обещала, более подробную на октябрь. Кто смотрел мою предыдущую отсыпку, там нам высшие пообещали грандиозные перемены в вашей жизни. Хотелось бы подробнее, но вышло то, что вышло. Я вам обещала сделать прям по аспектам, просмотреть, что же за перемены, как к ним подготовиться и как их не пропустить. Поэтому, мои хорошие, настраивайтесь, загадывайте на себя, просите высших дать подробный ответ о том, что будет, что вас ждет, что поменяется, что грандиозного произойдет с вами в вашей жизни в октябре. Настраивайтесь своими словами, называйте имя, спрашивайте все, что вас интересует. И если высшие силы позволят, я обязательно это прочитаю и вам передам. Итак, мои хорошие, настраивайтесь. Я пока убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы. И послали вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Теперь все понятно. Ну что, мои хорошие, давайте пойдем по порядку. Я действительно искренне вас поздравляю, потому что то, что я вижу, ну, поверьте, это чудо. Это чудо. По-другому тут и не скажешь. Какой-то невероятный октябрь, действительно невероятный, причем, ну, практически во всех аспектах. Практически. Сейчас я вам все расскажу. Идем от личной жизни. Вот корень – это личная жизнь. Здесь серьезные перемены в лучшую сторону. Перемены, которые настигнут вас врасплох. Вы этого не ждете. Вы не ждете, не надеетесь, уже знаете, как рукой махнули и говорите, а будь что будет. Одиночество, так одиночество. Сложные натянутые отношения, да, пожалуйста. Развод, ну так я уже к нему готова, да. Такие у вас мысли в сегодняшнем дне. А вот высшие говорят, нет, нет, все будет совершенно по-другому. Мужчина просто на коне, с цветами в зубах, с подарками, не знаю, с деньгами, с какими-то предложениями врывается в вашу жизнь. Причем он ворвется, идет единичка. 1 число, либо 11 число. Ну, как 2 единички получается, да, у нас. Через единичку врывается, может, час дня, либо час ночи, врывается, вот с единичкой врывается. Также это может указывать, что сам по себе, да, вот прям нашло на него озарение, что не могу я эту женщину потерять, не могу я ее пропустить. Вот познакомился, все, надо брать, пока она не убежала, куда-то не скрылась. Пристанет, будет добиваться, вот прям все, пошли со мной, и я от тебя не отойду. Влюбился с первого взгляда, ничего с собой поделать не могу. Если мы говорим о мужчине настоящем, ну тут дошло, наконец-таки дошло, что вы женщина уникальная, что вы женщина судьбоносная, что нельзя вас не обижать, недооценивать, не отталкивать, надо любить, на руках носить, холить или лелеять. Девчоночки, мужчины будут показывать себя, ну считайте, что вы в каком-то, не знаю, цирке, да, и каждый будет как акробат стараться, смотри, и так, и все для тебя, только лишь обрати на меня внимание. Значит, кто у меня в паре в отношениях, все наладится, помиритесь, сойдетесь, объединитесь, тут любовь вспыхнет. Ну, со стороны мужчины так это точно, да, с такой силой, новой силой, с новыми эмоциями, с новыми впечатлениями. И главное, что его будет подстегивать, это страх вас потерять. Страх, что вот этот период жизни, который был с вами, каким бы он ни был, что он закончится. И если вы без отношений, то вот, пожалуйста, новый кавалер. Просто вот на скаку врывается в вашу жизнь. Вас просто хватает за руки, за ноги, себе на плечо и увозит в лучшую жизнь, мои хорошие.
и заберет вас к себе. Я так понимаю, ну действительно может предложить вам крышу над головой, либо мужчина возьмет вас под свое крылышко. Если у вас есть какие-то проблемы, какие-то сложные ситуации в жизни, вот прям будет решать, за вас будет решать. Вот везде с вами будет ходить, либо, знаете, как вместо вас будет ходить и будет решать, добиваться и облегчать и улучшать вашу жизнь. Ждите от мужчин поступков, настоящих поступков. Как бы вы к мужчине не относились, каким бы вы его там не видели за годы жизни, вот именно в октябре вы увидите его настоящим, таким, как он есть, таким, как его задумали высшие силы. Да, проявится самые лучшие качества вашего мужчины. И даже если вы сейчас скривились, плюнули в сторону, на меня плюнули, сказали, да иди ты со своим видео, Господи, я никогда его не прощу, вы ошибаетесь. Он может быть убедителен, но на вас сильнейшее впечатление все-таки окажет не его убедительность, а его поступки. Поступки яркие, четкие, очень полезные и важные для вас. Вот так вот, мои хорошие. Кстати, у кого-то отыграется эта ситуация с сыном. Сын, да, непутевый, от рук отбился, ничего не хочет, там не учится, не работает, гуляет, может там выпивает, с плохой компанией связался. Удивит и порадует. Будьте самой счастливой мамочкой на свете. Да. Вот так вот, мои хорошие. Любовь цветет, и вы цветете. Вы знаете, у вас такая энергия пойдет. Вы такой себя почувствуете легкой. Вы такой почувствуете себя счастливой. Вам захочется праздника, радости захочется. Вы будете улыбаться и себе, и окружающим. Вы не будете замечать каких-то негативных моментов. Ну, вообще на них внимания не будете обращать. У вас хорошее настроение. Вы уверены в себе, вы идете по жизни. Довольная, счастливая, улыбаюсь. Это вы. Кстати, кто-то из девчоночек решится на какой-то смелый эксперимент, связанный с внешностью, со стилем в одежде. Ну, а кто-то и дальше пойдет. Может быть, какую-то процедурку необычную сделаете. Да? И прям, знаете, вы, вот прям как вижу, да, женщина думает, да, это все такое, ну, никчемное, да, оно того не стоит, это дорого, там, зачем я буду столько денег на это все тратить. А тут прям как найдет на вас, вы скажете, один раз живу, почему нет? Вот прям пойдете чуть ли не в первое попавшееся место и сделаете. И будете крайне довольны. Будете еще потом, знаете, как думать, вот сколько возможностей у меня было, сколько времени я потратила, зачем же я на себе экономила? Это ж такой кайф, это ж такое наслаждение, да, потратить денежку на себя. Увидеть прекрасный, потрясающий результат. Ой, мои хорошие, прекрасное время. Девчоночки, у кого по здоровью проблемы были, ну, какие-то недомогания, какие-то вот там отклонения по здоровью. Вы знаете, вот эта энергетика, она когда попрет, а вы забудете о всех этих проблемках. Вот прям беспокоить не будет. И сон у вас наладится, и какие-то вот болезненные ощущения уйдут, и кожа, понимаете, такая вот прям аж светится изнутри. Вот такой вы станете. Вот что счастье делает с девочками. И неважно, сколько вам лет. 18 вам, либо уже под 60. Вот, светиться будете, светиться. Кстати, девочки, кто постарше, женщина, кто постарше, я знаю, мне многие в комментариях пишут, ну какая же я девочка. Мне же 57 лет. Все равно девочка. Мы все делимся на мальчиков и девочек. Все мы родом из детства. Значит, кто постарше, мои хорошие, не отмахивайтесь от своего счастья. У вас такой прекрасный кавалер, такой прекрасный, седовласый. И такой, знаете, прям с такой статью. Ой, какой интересный человек. Вы знаете, вы либо уже знакомы, либо познакомитесь. Возможно, заочно познакомитесь. Но все это выйдет на личные встречи, все равно вот какое-то объединение пойдет. Я понимаю, что у вас уже жизнь устаканилась, что вы уже как привыкли жить, может быть, сама для себя, либо вам нужны какие-то определенные эмоциональные условия. Вы не желаете делить свое пространство другим человеком. Тем более, как бы понятно, да, с возрастом люди становятся более придирчивые, уже четко понимают, что хотят, чего им надо. Значит, мои хорошие, этот мужчина, он настоящий друг. В первую очередь, он настоящий друг. Очень классный, очень такой, знаете, прям
как выдержанный, да, как хорошее вино. Вот, вам будет очень интересно. Вы не думайте про интимную часть жизни. Это оно либо придет, либо вы там как-нибудь договоритесь, а может быть для себя откроете, что и в таком возрасте эта жизнь, она есть, присутствует, и от нее отказываться нельзя. Но у вас главный момент — это все-таки дружба. Дружба и родство душ. Вот жизнь на одном дыхании, понимаете, вот что у вас идет. Такого в вашей жизни еще ни с кем не было. Даже если вы там 5 раз замужем были и прочие там мужчины у вас были. Вот именно с этим человеком идет соединение, полный коннект у вас происходит именно с этим человеком. Не отказывайтесь. Так, девочки, вижу, что в каком-то мужике разочаруетесь. Мужчина, он либо не вашей национальности, ну, иностранец. Может быть, он и не иностранец, но действительно у вас национальности разные. Может быть, вероисповедание у вас разное. Я вижу, что вы в нем разочаруетесь. Так, в принципе, ничего, да, плюс-минус сойдет. Но какой-то его поступок, какие-то его слова, высказывания вас очень сильно напрягут. Вот в плане, знаете, не сможете мимо пройти. Вот прямо зацепят вас эти слова, либо это действие вас зацепит. И вы так подумаете, какие-то воспоминания нахлынут, да, что-то раньше вы за этим человеком, ну как, замечали, запоминали за ним. Вот. И решение само собой придет. Вы от этого человека откажетесь. Откажетесь вот вплоть до того, что скажете: все, не хочу, не буду, не хочу, не буду. Даже если у вас серьезные планы на этого человека, даже если вы, например, хотели пожениться, может быть, там дата у вас назначена, вы от него отказываетесь и правильно делаете. Тут, ну, я вижу, что вмешательство идет высших, вам действительно откроет глаза. Вот это вот, что он там вам замылил глаза, да, это мыло все уйдет. Вот, и вы примете очень правильное решение. Как только вы примете это решение, кстати, еще у кого-то отыграется, что мужчина не до конца, либо не полностью свободный, а он там вас все обещаниями кормил. Как только вы примете это решение, ну буквально там в течение нескольких дней, а может быть даже в тот же день, у вас идет невероятное знакомство. Именно с тем самым, о ком вы мечтали, кого вы себе в пару желали. Да, вот так отыграется. Так что, девчоночки, все впереди. Одна не будете 100%, и вам в октябре быть счастливой. Просто счастливой. Так, идем дальше. Сфера финансов. По финансам. Но здесь идут поступления. Здесь и траты будут, и поступления идут. Поступления идут какие-то неожиданные. Вы этих денег не ждете. Вы этих денег, может быть, и не просили, да, никому ни о чем не говорили. Деньги придут, вот как сами вас найдут. Кстати, несколько выплат вы будете получать. Кто-то 2, кто-то 3, а кто-то даже и 4 получит. Деньги приходят. Вам их дают, выдают, перечисляют, начисляют. Могут приходить деньги от людей и от каких-то организаций, и, может быть, от государства, да, какие-то перечисления будут. Вам будут давать, именно давать, вы получаете. Траты у вас исключительно будут на себя, на дом, на самых близких будете тратиться. Больше всего, конечно, на себя будете тратиться. Но почему нет? Имеете полное право. И себя порадуете. Ну, а зачем жить, если не тратить, да? Надо же, надо это делать. Вот. Об этом вы особо думать не будете. Будут какие-то моменты сомнений, стоит, не стоит, но особо я не вижу, чтобы вы заморачивались. Все, что вы потратите, принесет вам радость и удовольствие. То есть пустых трат, когда человек потратился, и это все куда-то вот в нолик ушло, такого я не вижу. Вот. А траты приятные тут. Ну и, конечно же, получение тоже очень приятное. Так, кто у меня в паре в браке? Ну, тут мужчинка осыпет вас деньгами. Где он их брать будет, я не могу сказать, но будет стараться. Вот каждую копеечку будет стараться вам нести, чтобы вы там его похвалили, за ушком почесали, лобик поцеловали. Не будет он ни жадничать, ни экономить на вас. Ну, все самое лучшее для моей женщины, для моих детей. Достанет там все свои заначки, либо на подработку пойдет, тратиться будет, и серьезно будет тратиться на вас. И, кстати, давать, наличка тоже будет кэшем вам давать, чтобы вы тоже себе ни в чем не отказывали. Так, по поводу работы. Кто у меня не работает, у кого нет возможности работать,
в плане того, что не берут, вы никак не можете найти то, что вы хотели. Безумная ситуация, когда вы просто на расхват. Я не знаю, что будет происходить. Вы все разные, вы живете в разных странах, в разных городах. Не могу сказать, что будет происходить, но я вижу, что на вас вот эти предложения по работе, они дождем пойдут, понимаете, таким проливным дождем, а может даже и с градом. У вас вот идет время, когда вы не успеваете, не то чтобы там ходить по всем собеседованиям, не успеваете даже читать там все там, не знаю, сообщения, приглашения на собеседование. Выбор будет колоссальный. Будете выбирать, будете себе присматривать, будете себе цену набивать. Ну и правильно, имеете право. Так, а для тех, кто уже работает, кстати, да, для тех, кто уже работает, месяц идет горячий, тяжелый в каком-то даже плане. У вас будет много работы, много действий. Вы будете работать и за себя, и за кого-то. И тут какие-то объективные причины, которые проредят ряды на вашем, например, производстве, да, либо в вашей компании. Я вижу, что люди массово не выходят на работу. То есть, ну, допустим, у вас коллектив в офисе, у вас 20 человек. Из этих 20, например, там 8-10 не выходят на работу. Кто-то же должен заниматься этой работой, выполнять эти обязанности. Будут распределять между сотрудниками. Нелегко, да, очень нелегко. Но при этом у вас прекрасный шанс, вот как говорится, наловчиться, попробовать себя в разных сферах, попробовать, насколько вы способны, да, к организации работы в трудных условиях, в тяжелых условиях, в экстренных, в каких-то экстраординарных даже условиях. Неоценимый опыт вы получите. И вы будете относиться к этой ситуации как к неоценимому опыту. Может быть, там, не знаю, выкосит всех простуда. Может быть, люди, я не знаю, будут куда-то уезжать, переезжать, что-то будет происходить. Может быть, под сокращение будут люди попадать. Вижу, что будет работы очень много. Вижу, что будете уставать, но при этом вы на позитиве. Потому что вы в строю, вы работаете, вы получаете опыт и, соответственно, и денежку вы будете повышенную получать. Это тоже я вижу. Те, кто работает сам на себя, для вас звездный час. Вот честное слово. У вас клиентов, во-первых, будет больше, чем вообще, в принципе, мечталось и представлялось. А второй момент, что-то будет происходить с вашими конкурентами. Вот именно с вашими конкурентами. Кто конкурировал по бизнесу, выполнял такую же работу, либо похожую работу. Вот что-то с ними будет происходить. Вот как отпадают они, отпадают, отползают, исчезают, да, у кого как получится. Вы остаетесь, а те все другие вот где-то там на задворках. Очень много людей. Слушайте, смело повышайте расценки, смело повышайте. Поверьте, вот конкурентов точно не будет. А спрос, он рождает предложение. То есть люди готовы, стоят в очереди, значит, пусть и платят больше. Звездный час. Вы за этот месяц можете заработать так, как не заработали бы за год, а может быть и даже за 2. Вам, конечно, повезло больше всех. Сейчас я вижу у вас какая-то печалька, может быть проблемы, может быть что-то не получается, там с клиентами непорядок, но поверьте, октябрь все поменяет. Первая неделя у нас переходная идет, а потом зажигаются звезды. Вот так, мои хорошие, ловите свой момент. И если ваш муж занимается бизнесом, вы зашли на мою цыпку, там ребенок ваш, там, не знаю, сестра, брат, поверьте, отыграется у ваших родственников. Так, идем дальше. Семейные связи, семья, родственники. Ну, кто-то поумнеет, кто-то за голову возьмется. Здесь есть человек, как, знаете, отбился от рук, потерялся по жизни и катится куда-то в пропасть. Не могу сказать, кем вам приходится, но это ваш близкий человек. Ну, роднулечка, да, роднулечка. Вот. Вы долго за этого человека бились, боролись, пытались спасти этого человека, уму-разуму научить, там, и в вещевании, и угрозы, что только не делали, ничего не помогало. Октябрь несет какую-то невероятную ситуацию, которая человека вот просто встрепенет. Да? Вот так вот взяли за грудки и потрясли. Вот.
Вот такая ситуация идет у этого человека. Вы об этой ситуации узнаете уже после определенного промежутка времени. То есть сразу вы не будете знать. Вы не будете знать, что человек попал в ту или иную переделку. Он уже к вам вернется другим. Немножко напуганным, помятым, немножко расстроенным, но другим. Какая-то яркая вспышка, молниеносная ситуация, когда человек, не знаю, жизнь перед глазами пролетает. Идет очень яркая поучительная ситуация. Когда этот человек вернется, вы его не узнаете. Допустим, муж алкоголик, утром ушел, вечером приходит, сам не свой, уже говорит другими словами, на вас по-другому смотрит, говорит: все, ни капли в рот не беру, завязал, и никогда я даже и смотреть не могу. Давай еще пойдем, я себе что-нибудь зашью, закодируюсь, а вы смотрите и думаете: Господи, вы кто? Мужчина, вы кто? Где мой делся? Пьяненький, на веселе, весь помятый и побитый. Вы кто? Да, интересно произойдет у вас. Человек берется за голову, человек возвращается к нормальной жизни. Так, родственники, которые не родные, которые названы, если были какие-то проблемы, из-за этих людей, либо при участии этих людей, все бывает в жизни. С этими родственниками интересные события будут происходить. Сначала что-то у них там по деньгам, неприятность пойдет, а потом, скорее всего, на нервной почве и по здоровью подтянется. То есть люди уходят в свои семьи, уходят сами в себя, начинают заниматься своими проблемами. Вас не беспокоит, вашу семью не беспокоит. Все, забыли. Что важно, если люди уйдут в свои проблемы, назад уже в вашу жизнь они не возвращаются в плане помех, каких-то нравоучений, либо создания вам каких-то острых ситуаций. Этого уже не будет. Так, что касается предупреждений для вас. Вам противопоказано, абсолютно противопоказано расстраиваться, переживать, нервничать, сомневаться и от чего-либо отказываться. Ни от чего не отказывайтесь. Я имею в виду возможности, я имею в виду предложения, я имею в виду собственное счастье, собственную радость. Не надо себя бичевать за то, что вы счастливая. Не надо думать, что ой, как это я на себя деньги потратила, пироженку себе купила, а вот детям я макаронов не купила. Ни в коем случае так не делайте. Вам нужно быть счастливой, вам нужна эта позитивная энергетика. Ведь именно эта энергетика притягивает и удачу, и везение, и хорошее здоровье, и те возможности, которые вам будут предоставлены. Чем более вы счастливый человек, чем более вы себя ощущаете наполненной, тем больше вам будет дано, тем больше у вас будет сил, чтобы это все, знаете, как схватить и к себе прижать, мое, все, я все беру, все мое. Так, кто у меня проблемы со здоровьем? Проблемы со здоровьем, вы либо лечитесь, либо, может быть, какие-то операции должны проходить, либо лечение сложное, может быть, какой-то процесс реабилитации. Смотрите, все, что запланировано, все исполнится. Может быть, будут какие-то корректировки в плане лечения, доктор, кто будет проводить операцию, специалист, например, вы хотели к одному попасть, попадете к другому. Да, эти все корректировки не случайны. Вам высшие будут посылать самых лучших, как говорится, best of the best. Понимаете? Вот что будет происходить. Поверьте, все эти изменения, они не случайны. Они очень позитивны, и вы это поймете, в процессе поймете. Я вижу здесь ремиссии, я вижу здесь улучшения. У кого-то, кстати, уйдет надобность в операции. Понимаете, лечение, которым вы сейчас занимаетесь, проходите, даст очень положительный результат. И операцию, скорее всего, отменят. Вот что. Так. Какие-то добрые вести идут. Конец месяца, добрые вести. Но не только для вас, как для всех. Для всех добрые вести. Как что-то заканчивается. Я вижу, что люди, смотрите, в трубу трубит человек, и все прям машут руками, даже какие-то оковы из себя сбрасывают, оковы страха, я так понимаю. Невероятно хорошие новости в конце месяца будут приходить. Облегчение идет от этих новостей, освобождение от страхов идет, от сомнений, от неуверенности.
Что-то невероятное будет происходить в конце месяца для всех людей. Все прям выдыхают, и вы в том числе. Люди вот счастливые, друг друга поздравляют, что именно так вот дождались, да, наконец-таки закончились наши муки и наши страдания, наши страхи и переживания. Очень классно. Кстати, у кого-то в семье это отыграется, а кто-то действительно вот общая масса людей столкнется вот с такими хорошими положительными изменениями. Фантастический месяц, месяц, который меняет все. Октябрь подарит вам море просто удовольствий, наслаждений и радости. Поверьте, жизнь, она ведь может быть прекрасной. И вы, мои хорошие, наконец-таки это все увидите и почувствуете. Жизнь будет меняться, вы будете меняться. Пространство вокруг вас будет меняться. И все эти перемены, они идут к лучшему. Для кого-то это будет немножко шок. Да? Ну не привыкли вы жить хорошо, ну не привыкли вы сами себе радоваться. Какой-то даже адаптационный период у вас пройдет. Но тем не менее, к хорошему человек привыкает быстро. И вы привыкнете. Все замечательно, мои хорошие. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.